Открытие переправы с такой задержкой, говорят жители Сыткыркища, пожалуй, случилось впервые. Пешеходную дорогу ввели в эксплуатацию в декабре, а автомобильную – спустя месяц. Всему виной теплая погода. Искусственно намораживать коммунальщикам пришлось почти 15 сантиметров льда. У нас здесь, двухстороннее движение на переправе. И с той стороны, со стороны Сыткыркища, с этой стороны можно заезжать. Установлены вешки на расстоянии 15-20 метров, отражающие, чтобы в ночное время можно было видеть, сбиться из пути. Также установлены на берегах информационные знаки различные. Это по правилам. Раз в неделю толщину льда будут замерять и передавать показания в ГИМС. Сегодня автомобильная переправа 45 сантиметров. Разрешенная грузоподъемность 8 тонн. По дороге жизни в поселок снова потекли грузовики с продуктами, топливом для котельных. Водитель Сергей Кузин только за сегодняшний день сделал несколько рейсов с мазутом. Как часто? Пока большие мазуты не пойдут, больше тоннаж не откроют, потом уже большие мазутовозы пойдут. Переправа хорошая, поэтому проблем нет, что в одну сторону, что в другую. Но жизнь в поселке без переправы не останавливалась. На свой страх и риск жители переезжали реку по неокрепшему льду на легковушках. Алексей Королев признается, за 2 месяца опасный путь проделал не раз. Впрочем, как и другие. То в поликлинику нужно, то в магазин. Да мало ли, куда еще. Выезжать-то выезжаю, но нелегальным путем выезжаем. Это по своей дороге. Сами натоптали, там и ездим. В магазины уезжать надо, когда дороги нету, все равно здесь не все продукты, да и цены больше, чем в городе. Единственное, с чем жители сами не справляются, это огромные свалки во дворах. Места для хранения отходов в поселке нет. Когда-то мусор просто закапывали, за что местное руководство наказал суд. С осени вывоз производят на единственный столичный полигон в местечке Дырнос. В последний раз это было перед ледоставом. Как зима, ни разу не вывозят. Почему? Ни разу. Всю зиму так. Собаки по всему снег начинает таять. И они как подснежники, весь мусор наружу. Обязали все это вывозить, нашего главу. Он тоже не может это все сам организовать. В мэрии Сыктывкара мусорную проблему Сыткыркища, а заодно и Заречья планируют решить с помощью таких контейнеров. 30 металлических бункеров, общий объем 240 кубометров. Этого должно хватить, чтобы цивилизованно пережить межпаводковый период. Правда, пока оборудование стоит без дела. А для чего стоят? Кто как потом будет их вывозить, что делать? Все эти опять у нас помойки уже чистила, администрация послала машины. Уже поселок более-менее привели в порядок. И сейчас по новой все в помойках, все. Крысы, мыши, в общем, все идет благодать по новой. Муниципалитет уже отыграл конкурс на право пользования оборудованием. Это будет управляющая компания «Забота», которая с декабря обслуживает Заречье и Сыткыркищ. На этой неделе у нас мы пройдем согласование по графику, определим точки. То есть сегодня комиссионный выезд был для того, чтобы определить объемы хотя бы скопившегося и масштабы бедствия, для того, чтобы каким образом это решать и какими этапами идти. То есть на сегодня я могу сказать о том, что работа идет. Бункеры установят только после очистки контейнерных площадок. В администрации заверили, вывоз начнется уже к концу этой недели. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрган.